Приветствую, Эльвира. Очень рада встрече. Я знаю, что вы проделали сегодня долгий путь, чтобы поучаствовать в нашем проекте. Приехали из Керчи. Я бы хотела, чтобы вы рассказали немного о себе, чем вы занимаетесь, как вы живете и почему решили принять участие в нашем проекте. Мне 26 лет, и я живу в Керчи. Я занимаюсь, основная моя деятельность – это массаж. В основном я провожу время в массажном кабинете. У вас лечебный массаж? Да, у меня все виды массажа, и лечебный, и косметический, и классический. В общем, все виды массажа. Я хочу принимать участие в вашем проекте, потому что я хочу придать своему образу больше яркости, чтобы меня больше замечали и быть более заметной окружающим. Я понимаю, что вы большую часть времени проводите, скорее всего, в униформе, да, на работе. Но вот, допустим, на досуге, что вы носите, что вы предпочитаете и какого результата вы ждете от нас, да, чтобы я могла сориентироваться, что вам предложить, скажем. Я больше предпочитаю платья, юбки, блузы, более женственная одежда. Хочу от вас больше яркости добиться и больше более заметной быть. Я поняла. В общем, так. В нашей работе мы ориентируемся на женственный, яркий и, я сказала бы, привлекающий внимание образ, верно? Верно. Да. Ну и, как по мне, у вас очень приятные черты лица. Наверное, не хватает немного выразительности. И мы постараемся придать выразительности вашим глазам, подчеркнуть вашу индивидуальность. И я надеюсь, что вы останетесь довольны. Настя, сегодня перед нами стоит задача сделать Эльвиру более выразительной, да, придать ей яркости, потому что картина, которая сейчас наблюдается, да, для меня это нечто серое, невыразительное. Вот хочется подчеркнуть ее индивидуальность, да, вот все яркие моменты, которые присутствуют в ней, подчеркнуть, вытянуть. Ну и я понимаю, что это невозможно без работы с цветом волос, да, без работы с формой волос. Вот скажи, что ты думаешь? Для того, чтобы добиться ярких оттенков, мы сегодня рассветлимся, сделаем более плотный корень и, конечно же, избавимся от всех секущихся концов, от плохих волос. Да, я вижу, что волос травмирован, здесь были какие-то манипуляции. Ранее осветленные. Да, ранее осветленные. Ну и я думаю, что если мы уберем длину, подскочит корень и придаст объем, да, прикорневой. Да. Ну и насколько я поняла, все-таки ты хочешь сделать ее более светлой. Конечно, и она будет более яркая, более выразительной. Я думаю, что у нас получится прекрасный результат сегодня. Я думаю, что мы можем уже приступить. Ольга, Эльвира в повседневной жизни вообще не красится, ну и никогда не была в руках у профессионального визажиста. И вот мы сегодня от тебя ждем чуда, естественно, и рекомендации на каждый день. Как можно Эльвире подчеркнуть свою естественность при помощи каких-то элементарных манипуляций? Ну, для каждого дня я бы рекомендовала, кожа, в принципе, хорошая, молодая, использовать просто увлажняющий какой-то крем, либо сыворотку и легкий BB-крем. Я думаю, брови и накрашенные реснички вот с головой будет достаточно, чтобы немножко подчеркнуть ее красоту. А сейчас, я думаю, я тоже ей выровняю тон, сделаю нюдовые свежие губки, румянец и акцент сделаю все же на глаза. Отлично, я думаю, что это дополнит тот цвет волос новый, да, к которому мы пришли, ну и, конечно же, создаст полноценный образ.
Сегодняшнее преображение Эльвиры получилось кардинальным, и я очень надеюсь, что тот образ, который мы все вместе подобрали для нее, станет для нее родным. Итак, не будем долго тянуть. Встречаем Эльвиру. Вообще нельзя. Очень, вообще классно. Вообще на себя не похоже, да. Насколько я поняла, вам понравилось? Очень понравилось. Это вообще на себя не похоже. Прям такая девушка стала красивая. А что мама скажет? Скажите, что вы почувствовали в этот момент? Ну, что почувствовала? Даже не могу сразу сказать это. В общем, мне очень понравился этот образ. Это очень новый образ. Мы, в принципе, ее видели во многих образах, но этот образ, конечно, мы еще даже не представляли себе такой. Если честно, слова все повылетали, все мысли куда-то. Вообще в шоке настолько, если честно. Эльвира, ты, конечно, очень изменилась, и я надеюсь, что мы смогли исполнить твою мечту, да, и ты получила то, что ты хотела. Поделись своими впечатлениями, и, может быть, это вдохновит других женщин и мужчин на перевоплощение и участие в нашем проекте. Да, большое вам спасибо, хочу сказать и вам, и вашей команде. Как итог, вот видите, я преобразилась и как бы стала совсем другим человеком. Вам за это большое спасибо. Я получила именно то, что хотела. Тебе спасибо за участие, за смелость, за то, что ты доверилась. Ну а с вами, друзья, мы прощаемся. И по традиции я напоминаю, для того, чтобы принять участие в нашем проекте, вам нужно заполнить анкету на сайте Краймен Татарс. До новых встреч!